На повестке дня подведение итогов деятельности транспортной компании за 2022 год. Присутствуют перевозчики, ответственные от Минпромышленности и цифрового развития Ингушетии, специалисты по развитию транспорта и ценовой политики. Как самое важное и ключевое направление, по которому удалось добиться существенных успехов, здесь называют появление новых авиа- и железнодорожных сообщений в республике. Наш житель, пассажир увидел разницу, где впервые в истории, так сказать, в республике становления мы заключаем соглашение по организации межрегиональных сообщений с городами Сочи, Питер, Тюмень, Ростов планируем. То есть это направление для нашего аэропорта, это новое. Мы будем в указанном направлении продолжать работать в 2023 году. Также в республике начали прибывать, так сказать, туристические поезда, ретро-поезда, поезда Победы. То есть это новые ключевые моменты, где мы смогли показать заинтересованность в развитии данной отрасли, довести информацию до телезрителей, до пассажиров. Жители региона интересуют вопросы, связанные с организацией работы и графиком общественного транспорта в выходные праздничные дни. Поступают жалобы на техническое состояние машин. Есть необходимость, мы это знаем, мы работаем в этом направлении. В плане обновления парка это мероприятие назрело необходимость обновления парка. И связано с выходными днями. Мы хотим сделать график выходного дня, где общественный транспорт будет работать. Данная информация уже у нас размещена на официальном сайте, на различных наших мессенджерах, направлениях, интернет-ресурсах. Мы пытаемся донести информацию до пассажиров, что транспорт будет работать, и в случае появления жалоб, нареканий к общественному транспорту они могут обратиться к нам и на другие номера горячей линии. Выйти из тени предлагают и уже обяжут в 2023 году частных перевозчиков. Речь идет не только о легковых такси, но и микроавтобусах, курсирующих по междугородним маршрутам. В нашей республике очень много пассажирских перевозок, которые до сегодняшнего дня остаются в тени и не легализованы. То есть есть маршруты, которые у нас сегодня утверждены реестром Минтранса России, также входят в реестр нашего субъекта, на которого работают перевозчики. Однако не все транспортные средства или же не все перевозчики на указанных маршрутах легализованы, то есть имеют полный пакет документов. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.